Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке русского языка. Мы с вами переходим в новый раздел «Путешествие в космос». Тема нашего урока «Отправляясь в вышину». Сегодня на уроке ты будешь определять значение незнакомых слов по контексту и ключевые моменты в тексте, отвечая на вопросы, создавать комиксы, согласовывать слова и словосочетания. Прежде чем перейти к новой теме, давайте познакомимся с новыми словами, которые у нас будут встречаться сегодня на уроке. Космос, гараж, планета, планета, воздушная оболочка, ауа кабығы, атмосфера, атмосфера. Переходим к первому заданию. Дорога в космос. С высотою первой встречи, помню с мужеством мальца, я сперва освоил плечи своего отца. После, ростом став повыше, под раскат степных громов, путешествовал по крышам овцефермы и домов. Вы, друзья, меня поймете, разрывая тишину. Я недавно в самолете взмыл, как птица, в вышину. Мог разведать все секреты, звезды, вот они висят. Пусть меня на борт ракеты хоть сегодня пригласят. Ответьте на вопросы. Как произошла первая встреча с высотой? Какие еще были встречи? Какая будет встреча? Объясни значение выделенных слов. Давайте же, ребята, узнаем, что такое космос. Космос – это все, что существует за чертой земной атмосферы. Это пространство, расположенное между планетами, Луной и звездами. В космос полеты на космическом корабле совершают космонавты. Задание 2. Составьте синквейн на тему космос. Космос. Какой? Далекий, необычный. Космос что делает? Увлекает, завораживает, объединяет. Космос вызывает у людей огромный интерес. Как мы одним словом можем дать определение космосу, ребята? Космос – это Вселенная. Внимательно посмотрите на слайд и запомните. А теперь, ребята, внимательно просмотрите видеоролик о нашей планете. Это Земля, наша планета. Земля – третья планета от Солнца. Она на идеальном месте, где хватает света и тепла, чтобы можно было жить. Не забудь, что наша планета окружена жизненно важными газами, которые вместе образуют атмосферу. Атмосфера очень важна, поскольку она сохраняет солнечное тепло и образует надежную оболочку, защищающую нас от опасной радиации. Как и все планеты Солнечной системы, Земля вращается вокруг Солнца и никогда не останавливается. Это путешествие занимает целый год или 365 дней. А ты знаешь, что Земля вращается вокруг своей оси? Это вращение отвечает за смену дня и ночи. Смотри, я тебе объясню. При вращении лишь одна сторона Земли освещается солнцем. Для людей, живущих на этой стороне, наступает день. Для людей с другой стороны наступает ночь. Ответьте на вопросы. Что такое атмосфера?
Что такое космос? Перечислите небесные тела. Какая же наука изучает космос? И все эти ответы запишите в тетрадь. Задание 4. Запиши слова, поставь ударение. Оболочка, атмосфера, пространство, космос, солнце, планеты, небесные тела. А теперь, ребята, домашнее задание. Составь диалог по образцу. Я хочу изучать космос. Я буду астрономом. А ты кем хочешь быть? Я хочу быть космонавтом, чтобы выйти в открытый космос и узнать тайны неба. Вот по этому образцу, ребята, вам нужно будет составить диалог. Не забываем про рефлексию. На уроке мне было трудно. На уроке я работал неплохо. Я доволен своей работой на уроке. Выберите, пожалуйста, смайлик. Спасибо за внимание.